обычно действительно делали небольшой митинг у памятника Сталину, как верховного главнокомандующего, генералиссимуса. Я должен сказать, что вот к 79-й годовщине в республике осталось живых 13 фронтовиков всего лишь. В том числе 11 в городе, и двое из них коммунисты, члены КПРФ. Это Павлов Кирилл Егорович и Яковлев Петр Константинович. Мы с Аяном Ильичем вчера посетили их, поздравили. Очень хорошо, они очень довольны были. Вот есть известная песня «Поклонимся великим тем годам». Помните? Значит, вот. И маршалам войны, и рядовым, в общем, всем. И не только фронтовикам надо поклониться в этот день, всегда поклониться, да? Но и тыловикам, которые вынесли очень тяжелое тоже время войны. Вот вчера я буквально познакомился с некоторыми данными по нашей Якутии. Якутия действительно, оказывается, очень тяжело принесла войну. Из 414 тысяч населения около 100 погибло. Из них фронтовиков более 32 тысяч. В тылу еще больше, почти в 2 раза больше погибло в тылу. В общем, это было очень тяжелое время. Война была очень тяжелой, страшной. Вот. И, конечно, надо отдать должное всем народам, в том числе и народам Якутии, что внесли такой огромный вклад все-таки, да, вот в эту победу. Потом вы знаете, что общие потери нашей страны 26,6, 27 там округляет, да? Вот. Хотя в Китае, говорят, 35 миллионов погибло, да? Но в Китае население было больше, чем в Советском Союзе. Поэтому по отношению у нас потери очень серьезные. Это 12% общие потери населения. Каждый 7-й советский человек погиб в этой войне. Каждый 7-й. В Якутии еще больше. Вот получается каждый 4-й. Каждый 4-й. Поэтому мы должны всегда помнить об этих делах, об этих годах, о фронтовиках, которые действительно разгромили сильнейшую армию того времени. Вермахт был сильнейшей армией за тот период. Да? Вот. Поэтому победа, конечно, прежде всего принадлежит советскому народу, Красной армии, вот, во главе которой стоял верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин. И, конечно, у нас выросли новые, как говорится, талантливые военачальники, полководцы. И наш героический народ сплотился. И вот от мала до велика в тылу и на фронте все народы внесли свою очень большую лепту. Почти все народы имеют героев Советского Союза, кто больше, кто меньше. Так, у нас 24 героя Советского Союза. 25. Нет, 24 и 1 герой Российской Федерации. Стрекаловский, он получил герой Российской Федерации. В общем, республика сделала все, что могла, как и другие, в общем-то, республики, регионы, да, внесли очень большую лепту, отдали все на алтарь победы. И мы должны эту войну, ее всегда будут чтить через 100 лет и дальше. Вот. И опыт этой войны вот сейчас применяется в специальной военной операции. Потому что действительно, вот, те же снайперы наши, да, опять опыт это тоже. Сейчас как воевать нашим краем и так далее, и так далее. В общем, я хочу вас поздравить с этой большой победой. Но, как в песне говорится, да, это праздник со слезами на глазах, потому что практически во всех семьях имеются потери. Фронтовые, тыловые и так далее. Это очень с одной стороны очень радостный, с другой стороны, конечно, печальный день. Но мы оптимисты, значит, победа. Вот, кстати, эта победа, это самая большая война была в истории человечества по потерям и так далее. Это самая грандиозная победа, и она будет всегда вдохновлять наши народы нашей страны на дальнейшие победы, потому что действительно мы народ победитель. Народ победитель. Вот это у нашего народа уже не отнял.
Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.